Общий котел жилищно-коммунального хозяйства. Как распределяются собранные с населения деньги и у кого сегодня самая большая ложка? Добрый вечер. Эти вопросы обсуждаем сегодня в прямом эфире в программе «Трибуна нового века». С вами Светлана Спирина. Сегодня мы обсуждаем достаточно болезненные вопросы. И несмотря на то, что пандемия, зал у нас заполнен не полностью, но эксперты при этом достаточно мощные. И мне бы уже сейчас хотелось представить их. Итак, сегодня за трибунами Алексей Михайлович Фролов, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Главный государственный жилищный инспектор Татарстана Сергей Аркадьевич Крайнов. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Тимур Рустамович Калимдаров, главный советник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Хайрлы кич. Хайрлы кич, добрый вечер. Также с нами сегодня Дмитрий Владимирович Анисимов, председатель комитета по ЖКХ исполкома города Казани. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня с нами в первых рядах замечательные эксперты, о которых я уже говорила. Сейчас я их представлю. Это Роберт Наилевич Хабибуллин, заместитель генерального директора АО «Татэнергосбыт». Здравствуйте. Хайрлы кич. Марат Абдухаевич Нуриев, генеральный директор управляющей компании «Уютный дом», депутат Государственного совета Республики Татарстан. Хайрлы кич. Лилия Петровна Борисова, заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам. Здравствуйте. Дмитрий Сергеевич Романов, исполнительный директор регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан, член Общественной палаты Республики. Добрый вечер. Еще один эксперт Александр Вячеславович Малафеев, руководитель отдела по работе с потребителями ООО «Гринта». Здравствуйте. Светлана Александровна Ярлыченко, генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами Восточной зоны Татарстана. Добрый вечер. И Николай Михайлович Атласов, депутат Госсовета Республики Татарстан. Итак, здравствуйте. Итак, все эксперты названы. Я напоминаю нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире. Телефон для нашей прямой линии 554-56-10, код Казани 843. Вы можете задать свой вопрос каждому из представленных сегодня экспертов. Ну а напомню о том, что ЖКХ остается одной из самых болезненных тем для нашего населения. По данным социологического исследования, проведенного Комитетом по социально-экономическому мониторингу, ЖКХ заняло 9-е место в перечне основных проблем. Только задумайтесь, около 2000 обращений, то есть условно по 5 жалоб в день, за прошлый год было опубликовано в государственной информационной системе «Народный контроль». Жилищно-коммунальное хозяйство очень часто сравнивают с трубой, куда улетают ежемесячные платежи населения. Тимур Рустамович, этот вопрос все-таки к вам. Программа у нас по профилактике коррупции во всех сферах. Насколько, с вашей точки зрения, актуальна тема контроля над сферой ЖКХ и насколько велики коррупционные риски в этой сфере? Вы знаете, данную сферу трудно переоценить. Именно с точки зрения ее актуальности для населения, для республики, для органов власти республики. Количество обращений, действительно, как уже было отмечено, находится на таком уровне, что действительно говорить об этой тематике можно, наверное, бесконечно. В связи с этим данный вопрос находится на постоянном контроле у руководства республики, в частности, непосредственно у президента республики. Управлением по вопросам антикоррупционной политики также в постоянном режиме проводится мониторинг данной области. Его результаты докладываются, принимаются соответствующие решения, организуется работа. За последние годы, 7-8 лет, можно вспомнить такие ситуации, такие поручения, касаемые разукрупнения управляющих организаций, стандартизации оказываемых жилищно-коммунальных услуг, прозрачность данных услуг. Направлений очень много, и еще больше предстоит сделать. Население, естественно, возникают вопросы, они возникают постоянно. Вопросы зачастую касаются самых разных сфер в данной области, но, например, можно отметить качество жилищно-коммунальных услуг, неправомерное включение, в том числе, к сожалению, других статей расхода в счета для оплаты, также задвоение данных услуг, которые также, естественно, вызывают недовольство населения, а также другие нарушения в данной области. Данная ситуация, она мониторится постоянно, анализ проводится, и данная ситуация находится под полным контролем. Я думаю, что в сравнении с другими регионами республика, она достаточно существенное существенное место занимает данный вопрос, и он контролируется. Начать все-таки я хотела бы со свежей темы, со скандала, который сегодня обсуждается во всех СМИ. Жители дома номер 61А по улице Мусина заявили, что в квитанции у них в августовской за август появилась строка «Вознаграждение председателю многоквартирного дома».
Сумма 455 рублей 3 копейки за квадратный метр. В прокуратуре уже сообщили, что жалоба эта проверяется. Вот сегодня кто-то из экспертов может что-то сказать на эту тему? Дмитрий Владимирович, может, все-таки вопрос к вам? Это Казань? Значит, что касается этой жалобы, да, действительно, вопрос есть. Население к нам пришло. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос, запрашиваем документы. И уже по результатам этой проверки мы, соответственно, дадим свое заключение и свои, соответственно, уже выводы. Сейчас пока я не видел документов. И, соответственно, вообще, если вносить счет фактуру, внести в счет фактуру может только на основании решения собственника. Да? То есть, если есть решение собственников, и собственники согласны с этим платежом, то это, соответственно, было принято простым большинством, внесено протокол и, соответственно, отдано в управляющую компанию для начисления. Я, конечно, не представляю, как... Да, добавьте, пожалуйста. Это знакомая тема для меня тоже. Значит, мы этим занимаемся, разбираем с пятницы, времени. Микрофон возьмите, пожалуйста, Марат Абдулхаевич. Да. Значит, для меня это знакомая тема. Значит, мы уже с пятницы занимаемся данным вопросом. Там действительно ничего там нового и сложного нет. Данный закон уже давно действует в нашей стране. Просто люди, к сожалению, не всеми законами пользуются, а просто жители этого дома, они воспользовались таким своим правом. Они у себя общим собранием выбрали совет многоквартирного дома, значит, председателя совета, и также в этом протоколе вторым пунктом они приняли решение оплатить вознаграждение данному совету из расчета 3 рубля с квадратного метра. Не 455 рублей, как вы говорите, а 3 рубля с квадратного метра. И это действительно пока новое. В Казани, да и в целом республике таких домов не так много. Но вот уже у нас в нашей управляющей компании такой уже второй дом появился. Это Ямаша 82. Это 9-этажный 8-подъездный дом, довольно больше, чем Мусина 61. Они там приняли решение 1 рубль с квадратного метра. Это вполне законные действия собственников многоквартирного жилого дома. Если собственники вроде бы за, почему с такими жалобами обращаются в СМИ? Да, Сергей Аркадьевич? От незнания. Да. Тоже хотелось бы добавить по этому вопросу. Действительно, собственники многоквартирного дома могут принять такое решение о каком-то либо вознаграждении, либо производстве каких-то дополнительных видов работ, принять это на общем собрании собственников, установить плату. И если это собрание проведено правильно, если в этом собрании есть кворум, то решение общего собрания является обязательным для всех собственников этого многоквартирного дома. Единственное, что хотелось бы сказать, что эти оплаты – это дополнительные работы, дополнительные услуги. Они не входят в перечень обязательных услуг за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому, значит, эта строка должна быть не в статье, не в блоке коммунальные услуги, не в блоке жилищные услуги, а отдельно. И контроль за начисление вот по этой статье, правильно, неправильно, не осуществляет никто. Вот, допустим, на органы государственной жилищной инспекции возложен контроль за правильность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Вот все, что в жилищных услугах, все, что в коммунальных, за этим мы надзор ведем. Значит, все, что ниже, это решение собственников. Если какие-то собственники, как вы говорите, вызвал это какой-то вопрос, и собственники говорят, что они не голосовали, собрания не было, они не участвовали, они могут решение это оспорить в судебном порядке. Других вариантов нет. То есть или могут не платить, учитывая, что никто не контролирует. Как понять, не платить? Если это решение общего собрания, понимаете, решение, если общего собрания, если оно не оспорено в судебном порядке, то это решение общего собрания. И управляющая компания, я не знаю, там ТСЖ, ЖСК или управляющая компания будет начислять. Вот такие неожиданные строчки в платежках, вообще они могут появляться на самом деле случайным образом? Не должны. Они появляются есть иногда. Есть утверждение вот таких определенных пунктов? Марат Абдулхаевич, наверное, вы такой вот человек земли в этой ситуации, да? Вы четко знаете слово каждый платеж? Случайным образом они появляться не могут. У нас в республике сейчас очень успешно работает единый расчетный центр при Татэнерго. Там случайно ничего не бывает, поэтому могут только по решению собрания собственников многоквартирного дома. Без этого решения ни одна строка, ни одна копейка там не может оказаться случайно.
Светлана, понимаете? Добрый вечер. Я тоже добавлю, как представитель расчетного центра. Действительно, когда управляющие компании, они у нас являются принципалами по договорам, дают нам поручение на начисление той или иной строчки в счет фактуры, мы однозначно запрашиваем все документы, то есть соответствующие протоколы, решения, то есть с бухты-барахты. Ну, то есть нарисовать вознаграждение мне не получится? Абсолютно нет, абсолютно. Хорошо, то есть это контроль. При этом это те управляющие компании, которых производят начисление платы, расчеты, единый расчетный центр. У нас довольно-таки большое количество ТСЖ, ЖСК, которые сами производят начисление платы. И понятно, что здесь, вот там, где расчетный центр этого не может появиться просто так, то вот там, где они самостоятельно производят начисление, такие строчки появляются. Хорошо, спасибо. Мне сейчас подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Мы готовы выслушать. Да, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лилия Талгатовна, я из города Казани. Я как раз проживаю в многоквартирном доме. ТСЖ нашего дома дает общедомовое имущество, размещает рекламу, с чего получает доходы. Куда расходуются деньги, я как жилец дома не вижу. В связи с этим у меня вопрос. Каким образом я, как собственник в многоквартирном доме, могу принять участие в решении вопроса о расходовании денежных средств, полученных от использования общедомового имущества? Большое спасибо за вопрос. Мне кажется, он достаточно актуален для многих многоквартирных домов. Рекламу мы видим везде. И кто и какие права имеет в этой ситуации? Все имущество, которое находится в многоквартирном доме, есть, бывают и нежилые помещения, которые также сдаются в аренду, которые находятся в собственности многоквартирного дома. В аренду сдаются отдельные места для размещения антенного хозяйства. На домах вывешивается реклама дополнительно. Плюс реклама есть в лифтах, в подъездах, которые также формирует дополнительный доход для многоквартирного дома. Безусловно, этот доход, он должен декларироваться управляющей организацией непосредственно на общих собраниях, какое количество денежных средств собрано по итогам года, то есть на ежегодных отчетах. У каждого многоквартирного дома, если это форма ТСЖ, имеются свои органы управления, это реализационные комиссии плюс правление, которые на собраниях уполномочены принимать решения, в том числе по использованию накопленных денежных средств. Как правило, денежные средства, которые копятся по сдаче общего имущества, они направляются на работы, связанные с капитальным ремонтом, либо же с текущим ремонтом на те задачи, которые у каждого дома, они индивидуально свои. То есть эти решения, они ежегодно должны приниматься на собраниях собственников для решения задач конкретного многоквартирного дома. Но мне кажется, должны, но не всегда принимать, Дмитрий Сергеевич. Есть истории обратные? Ну, достаточно много вопросов граждан, связанных с проблемами. В том числе я бы хотел отметить, что если сегодня управляющие компании, к примеру, имеют лицензию на управление домами, то вот ТСЖ и ЖСК, к сожалению, не всегда имеют хороший достаточно опыт. Вроде бы удобный опыт управления домами, один председатель, один дом, но порядка вот 50 обращений последних граждан связано с тем, что неправильные протокола собрания собственников жилья, неправильная работа со спецсчетами, не работа с гражданами, с населением. Мы всегда как бы говорим, что нельзя во всем винить управляющие организации. Есть еще и сторона населения, которая должна также принимать участие в вопросах многоквартирного дома. Те вопросы, которые есть сегодня по жилищному законодательству, они все на плечах собственников. Если не нравится, как управляет управляющая компания, можно создать ТСЖ или перейти в другую управляющую компанию. Эти проблемы есть, они периодически возникают, но практически вот они есть в части вот управления домами. Куда обращаться? Хорошо, есть какой-то единый портал, ну, кроме народного контроля, единый телефон, куда собственники могут обратиться со всеми проблемами, касающимися этой сферы? Ну, я здесь тоже отвечу. В Казани есть система «Открытый Казань», «Открытый город». В некоторых муниципальных образованиях эта система тоже есть. По вопросам, как единая диспетчерская служба, то есть все управляющие компании, которые подключены к этой системе, они оставляют, жители звонят по телефону горячей линии, оставляют свои обращения, и управляющие компании, и подрядчики непосредственно берут работу, и они действительно отрабатывают и перезванивают тому потребителю, у которого какая-то или иная ситуация в многоквартирном доме. Ну, еще и народный контроль, система контроля. Да, здесь еще нужно отметить, ведь, как правило, вот эти системы, которые работают, они, если в крупных городах, в большей степени, конечно, распространяются на крупные управляющие компании. А вот жители, которые живут в отдельных ТСЖ, ЖСК, вот эти разъяснения, конечно, это
Но отдельная их боль, которую они не могут решить, в этой части, если такие вопросы возникают, то можно обращаться или к нам в министерство, мы можем дать соответствующую юридическую помощь, разъяснение по таким вопросам. В общем, люди убежали от управляющей компании в ТСЖ, в итоге проблемы есть и там, и здесь, я теперь понимаю, да? То есть особая проблема не решила. Я сейчас предлагаю... Небольшое все-таки добавление. В первую очередь жители должны обращаться к своему директору своей управляющей организации, к председателю ТСЖ и к директору управляющей компании. То есть потом уже по инстанции. Если они не получают ответа или не удовлетворены ответом, ну, желательно обращаться в этом случае в письменном виде, то можно обращаться в органы государственного жилищного надзора, то есть жилищной инспекции, прикладывать документы, что вот обращались, ответ не поступил, меры, да? Да, тогда уже мы имеем право привлечь к административной ответственности. Единственное, хотелось бы добавить, в этом году определенные в связи с пандемией коронавируса определенные есть трудности, ограничения. Дело в том, что до 31 декабря этого года проверки жилищной инспекции проводить не имеет права. И кроме обращений, в которых указывается на угрозу жизни и здоровью граждан. Понятно. Сейчас я все-таки продолжу по нарушениям, и, наверное, более серьезным. По прошлым годам, Тимур Рустемович, это известный случай, когда именно эксперты республиканской группы по вопросам противодействия коррупции выявляли нарушения. В Дрожжиновском районе, в Елабужском компании управляли под лозунгом, ну, что называется, «красиво жить не запретишь». Известно, что деньги, собранные жильцов, были потрачены на ремонт автомобилей и ремонт своего здания. Вот сейчас на экране я предлагаю посмотреть данные прокуратуры за первое полугодие этого года. Итак, выявлено более 1500 нарушений, внесено 915 представлений для их устранения. К дисциплинарной ответственности привлечено 590 ответственных лиц. За более значительное нарушение к административной 60 человек. Выявлено 500 преступлений. Одно из крупнейших – это хищение 3 миллионов рублей, собранных с населением, бухгалтером одного из ЖСК. Прокомментировать, наверное, эту графику я обращусь к Тимуру Рустемовичу. Какова динамика нарушений в этой сфере ЖКХ? Вот что наверху антирейтинга и какой вид преступлений? Вы знаете, если говорить об антирейтинге и его, наверное, так называемом топе, да, то, наверное, это стоит оценивать с точки зрения тяжести, да, совершенного нарушения. Если говорить о его тяжести, то это, безусловно, конечно, преступление, то есть уголовно наказуемое деяние. Данные преступления, к сожалению, они происходят, они выявляются и правоохранительными органами, и такие признаки выявляются и при работе экспертной группы, которая создана президентом Республики Татарстан. Она также проводит значительную работу, и в том числе она проводит мониторинг точечных каких-то, именно либо, может быть, муниципальных образований, каких-то конкретных ситуаций, с целью именно более детального изучения данного вопроса и его причин, устранения его причин. Если говорить о типичных тяжких нарушениях, так сказать, да, в этой области, но это, естественно, это хищение денежных средств, собранных за оплату жилищно-коммунальных услуг. К сожалению, денежные средства, они вот действительно находятся не всегда под жестким контролем, может быть и нас, как госорганов, да, различных. Где-то, может быть, работу стоит эту усилить. Но, к сожалению, выявляются преступления. Уже в этом году, насколько, вот, если память мне не изменяет, более 20% рост этих преступлений по сравнению с прошлым годом. Достаточно высокий. Да, это высокий показатель. И преступление заключается в том, что недобросовестное руководство управляющих компаний либо управляющих организаций других, они могут деньги выводить путем оплаты, например, за работы, которые не осуществлялись, за покупку товаров, которые не производилось, да, ну, либо иным образом, там, допустим, под авансы, отчеты за там, необоснованные какие-то расходы. То есть это частые нарушения, они выявляются. А если говорить про экспертную группу и те примеры, которые приводили, это, конечно, в большей степени вот нецелевое расходование, нецелевое использование имущества и денежных средств именно без согласования с собственником жилья. Хорошо, спасибо. Говорят, что у нас есть звонок из района. Очень горят желанием спросить. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Так, город Бавлы, улица Пушкина, 45. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Многоквартирный дом, у меня индивидуальное отопление. Второй год уже нам выставляет счет за отопление лестничных площадок. В среднем где-то размер получается, 250-400 рублей. Пенсионеры мы, лестничные площадки у нас не отапливаются.
Мы куда только не обращались, ответ дали, что якобы правильно начисляют. Итак, лестницы не отапливаются, за отопление суммы приходят. Лестничных площадок. Если по факту то, что технические отопления не осуществляется лестничных клеток, то действительно надо отдельно разбираться, смотреть. Но у нас в рамках программы перевода на индивидуальное отопление уже в 14 муниципальных образований полностью мы ушли от центрального теплоснабжения, то есть установили двухконтурные котлы. У нас были случаи, когда при установке котлов ставились электрические обогреватели в лестничных клетках, потому что есть большие достаточно подъезды, то есть электрические тепловые завесы в подъездах. Надо по этому адресу конкретно разобраться, мы его зафиксируем, посмотрим. Если там реально технические отопления отсутствует, скорректируем. Температура внутри подъезда должна быть не ниже 16 градусов. Если источника тепла там не будет, то она может опуститься и до более низких температур. Поэтому здесь, конечно, нужно разбираться. Так, я напоминаю телезрителям, что все ваши звонки записываются. Оставляйте, пожалуйста, свои контакты, чтобы потом с вашим индивидуальным вопросом уже разбирались наши эксперты после программы. Потому что по каждому вопросу необходим, наверное, где-то индивидуальный подход и сбор дополнительных документов. Сейчас же я предлагаю посмотреть еще один небольшой сюжет. Скажем так, мы не ожидали за фасадом этого многоэтажного дома в центре Казани увидеть то, что мы увидели. Дом некогда считался элитным, но сейчас там царит практически средневековье. Я предлагаю посмотреть на эти темные века. Белый снаружи, черный внутри. Центр города, Назарбаева, 54. В ноябре прошлого года здесь был пожар. Огонь из квартиры вытянуло на лестничные марши и протянуло как в трубу по узким этажам. Теперь практически декорации к фильму с тяжелым сценарием. Это общая кухня. И здесь, если верить жильцам, готовят обеды и ужины. Это бывший косяк бывшей двери в общем коридоре. Головешки почти висят в воздухе. И лопнувшие блоки стены дома обеспечивают естественную вентиляцию. Стены фактически нет, все выбито, с улицы задувает. Говорят, что по проекту стеклоблоки. И надо ставить только стеклоблоки. Позиция такая была у первого замруководителя управляющей компании. Жильцы первого этажа страдают от удушающего запаха и потопов. С подвала идет весь запах. Там потому что постоянно вода, там канализация, трубы текут все, протекают, ничего не делают. Постоянно потопы здесь. Такие как стояли, так стоят. Все, ничего нового здесь нет. 50 лет, как минимум. На честном слове, что это? Отвалится? Сейчас в доме в основном живут пенсионеры. Есть и семьи с детьми, много студентов, они снимают квартиры. И все давно привыкли к еще одним соседям, крысам. Они проникают везде, дыры и в полах, и в стенах достаточно, и чувствуют себя скорее хозяевами. После пожара, который был почти год назад, в срочном порядке заменили проводку и кое-где двери, ведущие на этажные балконы, проемы которых прикрыты обрезками листов стройматериала. Очень страшно то, что вот это все, вот. Они отчитали, что все сделано. Вот все это вот так. Да и там тоже вот опасно. Вот вывалится какой-то ребенок или кто там, смотри, что творится. С управляющей компанией жильцы постоянно на связи, пишут письма с требованиями сделать ремонт и ждут ответа. Весной они ссылались на то, что коронавирус. Пока работы делать невозможно. И дальше все опять ждем. Вот уже заканчивается уже 20-й год скоро. Зима. И все. Вот все так же, все ждем. Выход – это единственное, чтобы честно работала управляющая компания, но я не снимаю ответственность людей, которые здесь проживают. На закопченных стенах световое табло. Выход здесь. Но похоже, что жители хоть и продолжают бороться и за чистые стены, и за свежие краски, никакой особый смысл в эти слова не вкладывают. И быстрого выхода из этих темных коридоров пока не видят. Думаю, проблема эта знакома, дом знаком. Сергей Аркадьевич, наверное, вопрос к вам. Я понимаю, что в данном случае у людей действительно беда, произошел большой пожар. Могут ли жители в таких случаях рассчитывать на внеплановый капитальный ремонт? Какие работы он подразумевает? Можно ли здесь заставить управляющую компанию что-то сделать? А здесь управляющая компания Вахитовского района непосредственно. Подчеркну, что дом одноподъездный, счет за услуги, естественно, приходит каждому, в том числе на нужды капитального ремонта.
Собственникам есть чем платить, мы признаемся, аренда квартиры в этом доме стоит около 13 тысяч рублей в месяц. Вот. Как прокомментируете, что делать дальше? Ну, начнем с программы капитального ремонта. 2 года назад, мне кажется, там поменяли лифт. Я обратил внимание, там около 2 миллионов рублей, там одноподъездный, 1 лифт, но уже все стены были, уже двери лифтов уже изрисованы и списаны. Что касается ремонта подъездов. Значит, я уже говорил, что мы не можем провести сейчас проверку. И когда поступило такое обращение, мы выдали предостережение управляющей организации, на что был получен ответ, что проведены работы по замене системы электроснабжения и замене окон в подъезде на сумму около 2 миллионов рублей. Планируется в октябре месяце ремонт подъезда на сумму около 600, что ли, тысяч рублей. Этого достаточно будет, вот судя по той картинке, то, что мы видели? Сейчас я вам не могу сказать. К сожалению, еще раз я могу сказать, что в связи с запретом мы выйти не можем. Вот. А достаточно, недостаточно, это надо смотреть. Алексей Михайлович, вы будете подключаться? Дмитрий Владимирович, тоже кто? Нет, ну, картинку, которую мы посмотрели, конечно, это ничего хорошего нет. Ситуация удручающая, часть сложившейся ситуации. Я так понимаю, это бывшее общежитие. Просто его в свое время перевели из статуса общежитий в статус многоквартирного жилья. К сожалению, таких жилых домов в Казани, их больше 200, наверное, таких общежитий, которые раньше были ведомственными. Мы видим то, что идет и переустройство некоторых помещений, то есть жители проводят себе отдельную дополнительную инфраструктуру, воду, канализацию в комнату. При этом, при всем то ситуация, которая связана с пожаром, она же вызвала очень серьезные последствия, потому что сама конструктив жилого дома, он такой, что один подъезд, и сразу пострадали все, безусловно. Ну, в части того, что управляющая компания, скажем так, не совсем, может быть, качественно выполнила работу, я думаю, здесь нужно дополнительно еще подключиться, разобраться, посмотреть совместно с исполнительным комитетом Казани, где-то усилить какие-то решения. Если там есть уже решения по конкретным источникам проведения работы, безусловно, службы технического надзора должны проверить качество и правильность освоения денежных средств. Здесь, я думаю, никаких сомнений нет, что это будет сделано, и исполнительный комитет Казани отдельно возьмет на контроль. Перспективы с точки зрения таких многоквартирных жилых домов, они, конечно, не очень хорошие, потому что мы понимаем, что, как правило, такие квартиры, они идут на съем, и граждане, которые проживают в таком жилье, как правило, не являются уже собственниками этого жилья зачастую, или соседствуют уже не собственниками и вынуждены определенным образом испытывать напряжение от всех создаваемых последствий. Но здесь, конечно, выход из этой ситуации – это усилить работу управляющей компании в направлении именно эксплуатации таких жилых домов и максимально вести, конечно, разъяснительную работу с теми собственниками, которые сдают квартиры, чтобы был соответствующий порядок. Ну, а думаю, по пожару там правоохранительные органы уже разбираются, там причины какие, в чем там уже будут какие-то приняты решения по случившемуся. Дмитрий Владимирович, уже было воздействие на управляющую компанию? Как вы прокомментируете? Что касается, в принципе, добавить к сказанному уже не так много. Дополнительно хочу сказать, что здесь нужно еще повнимательнее посмотреть структуру задолженности данного дома по квартплате. Потому что можно нагрузить управляющую компанию, можно заставить ее делать, но если с данного дома сбор денежных средств составляет, если средний по городу 98%, а он сейчас будет, он там в разы меньше, или, как вы правильно говорите, что все квартиры сдаются и квартплата не оплачивается, то управляющая компания с других домов перекидку на этот дом денег, соответственно, не имеет права делать. И поэтому здесь нужно посмотреть в первую очередь сбор по квартплате, какие деньги были собраны и, соответственно, как было правильно сказано, куда они направлены. То есть вы пока не проверяли и не включались в эту тему? Мы сейчас занимаемся тоже этим вопросом. А сейчас занимаетесь? Да, сейчас занимаемся этим вопросом. Я просто к тому, что было сказано, вот это хотел добавить. Даже если гражданами оплачиваются текущие ремонты в полном объеме и деньги за капитальный ремонт, на самом деле объем работ, которые нужно выполнять, очень и очень большой.
Здесь единственное, я думаю, что вполне возможно пересмотреть вопрос, связанный с проведением капитального ремонта, если такое возможно, потому что все дома, которые... это сейчас приносит угрозу жизни, это угроза жизни и здоровья. Я все правильно понимаю? Да, собственники этого дома накапливают средства у регионального оператора. И, их можно запустить? Нет, дело не в этом. Для того, чтобы... у нас есть долгосрочная программа, в которой включены все дома. И дело в том, что перенос дома на более поздний срок, на более ранний срок капитального ремонта, это нужно, значит, какие-то дома подвинуть, значит, в конец очереди. А этого делать нельзя по закону. Краткосрочная программа сформирована, и здесь, конечно, нужно искать какие-то дополнительные средства. То есть вопрос непростой здесь. Добавлю, что касается дополнительных средств, ежегодно по городу Казани по факту выполнения капитального ремонта образовывается экономия. Вот все, что мы можем посмотреть, это вот в конце года по факту выполнения работы этого года. Если будет возникать экономия там несколько видов экономии, экономия по торгам, которые подрядчики опускают. Ну, такое призрачное, конечно, то, что вы сейчас говорите. То есть здесь-то требуется здесь большие деньги, соответственно. Мы же здесь понимаем, что здесь нужна специальная комиссия, наверное. Говорить о том, что вот управляющая компания одна виновата, здесь нельзя, потому что средства, которые собраны с этого дома, ремонт лифта 2 миллиона рублей, ремонт системы электроснабжения почти 2 миллиона рублей, еще сейчас примерно на 700 тысяч будет ремонт подъезда, они все денежные средства израсходуют. То есть я не думаю, что они какие-то еще дополнительные средства с жителей тоже не возьмешь. Здесь надо как-то по-другому решать эту проблему, как чрезвычайная ситуация. Да, как ЧКЧС. То есть сейчас, как чрезвычайная ситуация, будет заниматься исполком Казани. Я правильно понимаю, чтобы мы сейчас, по крайней мере, ответили телезрителям, жителям этого дома? Совершенно. Хорошо, сейчас нам говорят, что есть еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, добрые люди. Меня зовут Павел Алексеевич, фамилия Бабушкин. Я проживаю академика Кирпичникова, дом 27, квартира 18. И деревня еще от родителей дом остался. Вот немножко я там, чуть-чуть делаю, потому что все рушится уже. Дом старый. Вот сейчас с таким проблемой я столкнулся. Просто с района Рыбны-Слободы, это деревня находится Рыбны-Слобода, село Шамарбаш. Они послали меня на Родину 8. Там сидит девушка не на своем месте. Извините, конечно, просто обидно, что такое обращение с людьми обращается. Вовсе за людей не считают они. Я ей показываю свидетельство смерти матери. В 17 году умерла. Она там сидит. Она даже не смотрит. Показывает мне лицо. Это постановление министерства. Я говорю, кто это написал-то? Нет, говорит, нас наказывает. Мы не имеем права. Я говорю, как это? Я приезжаю, уезжаю. Давайте мы уточним ваш вопрос. Ваш дом подлежит капитальному ремонту или в нем не делается капитальный ремонт? Нет, это частный дом. Это частный дом. Ремонт. Там у меня отопления нет. Паровой это нет, относится... газа нет, воды нет. Мы поняли, нет. Спасибо большое. Мы поняли ваш вопрос, скорее всего, Алексей Михайлович. Я как понял, если это Родина 8, если мне память не изменяет, это ПЖКХ, это региональный оператор, который работает именно в западной зоне по перевозке твердых коммунальных отходов. И, скорее всего, у гражданина вопрос в части того, что его мама умерла, и у него в Рыбной Слободе жилой дом. Откуда вы все знаете? Который, он же это обозначил. Но в этой части я единственное хочу сказать, что если вы по наследству являетесь собственником, даже в случае, если вы не прописаны по законодательству, начислять должны на собственника. То есть, исходя из того, какое количество собственников владеют имуществом многоквартирного дома, региональный оператор вправе начислять на количество собственников, даже если зарегистрировано 0 людей. Пояснят нам, наверное, да? Так, кто пояснит? Александр Вячеславович, здесь Алексей Михайлович полностью абсолютно правильно сказал. Начисление региональный оператор должен делать в соответствии с 354-м постановлением правительства Российской Федерации. Это правило предоставления коммунальных услуг. Статья 148-36. То есть начисления при отсутствии зарегистрированных и временно проживающих будут осуществляться исходя из количества собственников жилого помещения. То есть даже если собственника
уже, увы, нет живых. Я все правильно понимаю? Здесь звонивший, я так понимаю, он вступил в наследование, он является наследником. И это временный период, переходный, он, да? Да, совершенно верно. И теперь он является собственником, и на него осуществляются начисления уже соответственно. То есть нужно, необходимо как можно быстрее. Право вступления в наследство, по-моему, больше 3 месяцев, я правильно понимаю? В течение 6 месяцев. В течение 6 месяцев даже. То есть в течение 6 месяцев будет начисляться плата за вывоз мусора на собственника жилья, покинувшего этот мир. Все верно? То есть это все по закону. Все это здесь действует. Да? Вот, и в том числе вот по данной ситуации, к сожалению, вызывает еще сомнение, необходимо, значит, уточнить, что проживает ли он в данном доме в действительности. То есть мы в ходе мониторинга сталкиваемся с такими ситуациями, когда бывает, что человек проживает, допустим, в городе, у него имеется дом, либо там остался в наследство, либо это, значит, какой-то дом, который он уже не использует, в том числе в районе, и начисляется плата за, например, обращение с ТКО, твердыми коммунальными отходами, в том числе и там, и там. Это проблемная ситуация. И в данной ситуации тоже необходимо выяснить все-таки, где он конкретно проживает, и точно подойти к этому вопросу. То есть платить за мусор там, где ты живешь? Скорее всего, нет. Закон все четко определил. Если я имею квартиру, и я имею где-то дом, то я здесь по количеству проживающих оплачиваю. И если я выехал на лето, допустим, в дом, то я должен соответствующим образом предупредить управляющую компанию, обратиться с заявлением, что я уезжаю там на 3 месяца. Кто это будет делать? Собственник, никто другой не будет этого делать. Это должен сделать собственник. Либо он выехал на 3 месяца, там он зарегистрировался, там у него должны быть, после того, как он будет выезжать, летом он, допустим, 3 месяца прожил, берет справку о том, что он проживал там, приезжает назад в город, обращается к оператору с твердыми коммунальными отходами, и тот ему делает перерасчет. Я вот знаю, по западной зоне большое количество перерасчетов делается. Вот сейчас спрошу, западная и восточная зона, да, в этой ситуации. Да. А есть такие случаи, что люди открепляются, да? Давайте вот по выборному поговорим. У нас есть такие случаи. Представляю регионального оператора Гринта. Мы работаем в восточной зоне Республики Татарстан. В нашей зоне ответственности 23 муниципальных района. К чему я это говорю? Что с января по август месяц мы приняли почти 22 тысячи заявлений на перерасчет. И со своей стороны мы ведем строгий мониторинг рассмотрения этих заявлений. 84% из них получают положительное заключение. У нас разработана целая методика и целая памятка для наших отходообразователей, как поступить в том или ином случае. Потому что бывает так, что люди временно выезжают, а бывает постоянно выезжают. Поэтому с этой памяткой можно ознакомиться и у нас на сайте, и у глав районов эта памятка есть. И сколько по времени занимает? Сколько по времени занимает, чтобы человек вот открепился от этого места, где он больше не мусорит, и прикрепился к тому месту, где будет мусорить? Вы знаете, это сложно сказать, потому что это больше от него уже зависит. Он должен соответствующие документы собрать. Зная определенную нашу систему, это может занять неделю, 2, а иногда месяц. Ну, допустим, неделю это может занять, но хотя это визит просто в управляющую компанию и взять соответствующие документы. Это не так долго. Другое дело, что в своей... они получат перерасчет, увидят только в следующем месяце. Поэтому всегда предупреждаем, что не надо ждать, что вам завтра придет вот соответствующее письмо. Вы перерасчет увидите в следующей квитанции, которую вы через месяц получите. Вот это вот важно предусмотреть и предупредить. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему целую неделю. Вот собственник, если он выезжает на лето, допустим, на 3 месяца, это наиболее распространенный случай, потому что у нас бабушки и дедушки уезжают на лето там, на свои огороды, участки, да. Значит, обращаясь к своему председателю ТСЖ, ТСН, там какой-то у них создан какой-то кооператив, который ему дает справку, что он вот эти 3 месяца прожил там. Возвращается назад, приходит к региональному оператору, приносит эту справку, подтверждающие документы, и все. И дальше делается перерасчет. Я не вижу ничего другого. Так, нет, я сейчас в спор вступают региональные операторы. Ну, здесь действительно, да, в случае временного убытия потребитель может подать такое заявление не ранее 30 дней до момента убытия и не позднее 30 дней до момента прекращения этого периода. Тогда, если заявление было направлено в срок, мы его рассматриваем. Срок рассмотрения у нас 5 дней, установленный законодательством. После того, как он вернулся оттуда, приводит такую справку, он должен только подать это заявление в течение месяца. Все. Ничего другого не надо. Тут необходимо
Так, в первую очередь... Удивительная тема оказалась. Событие, прибытие. Необходимо вот отметить, очень правильно было сказано, что предупредить, разъяснить, да? То есть... Разъяснительной работы нет, люди не понимают? Ясно. Ну, нельзя сказать, что ее нет, да? Но как вот дом строится, да? Нельзя сказать, что дом построен, он всегда строится. Жилищно-коммунальное хозяйство, оно схоже с данной ситуацией, да? И... Да, есть принцип, да, незнание закона не освобождает от ответственности, да, и действительно мы все должны знать закон, но социальные слои, люди, возраст людей, он очень сильно отличается. Естественно, без должной разъяснительной работы предупредить, разъяснить. Мы видим, по крайней мере, мы видим то, что действительно нежилые дома, которые уже нежилые годами, по ним выставляются счета. Это однозначно негативная ситуация, ее необходимо решать. Путем разъяснения, путем задействования муниципалитетов. Но я думаю, что этот вопрос необходимо заниматься этим вопросом. Все хорошо, спасибо. У нас еще один звонок. Я предлагаю его послушать, а потом... Да, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь. Меня зовут Ленар, я предприниматель, у меня кафе свое держу. Вот хотел, раз по поводу вывоза мусора пошла у вас речь, хотел спросить, вот после введения вот этой мусорной реформы, у меня тариф, плачу я за мусор почти в 4 раза больше стал платить. Ничего абсолютно не поменялось. Один контейнер, одинаковое количество мусора, один мусоровоз. Приезжает и все. Но плачу я почему-то почти в 4 раза больше. Вот хотел спросить, почему так происходит. Ох, болезненный вопрос, да? Так, Лилия Петровна, да. Наверное, данный предприниматель, у него тогда получается, если он сегодня в 4 раза больше платит, чем это было, а сегодня у нас тариф порядка 400 рублей, с копейками за кубометр, то ранее, значит, он платил всего 100 рублей за кубометр. Если мы переводим 100 рублей за кубометр, один контейнер, то есть он месяц, получается, производил этого мусора всего сколько? 1 кубометр, смотря какой это предприниматель. Если это общепит, это отдельно, если это аптека, это другое дело. Но здесь надо еще понимать, что ранее он оплачивал и платежи за негативное воздействие на окружающую среду, которые у него было 2 платежа. Он отдельно платил от объема, сразу в экофонд, и отдельно уже платил оператору, который вывозил. Сегодня у него нету 2 платежа. Он платит сегодня только региональному оператору. Ну и потом, когда вот в 2019 году уже стартовала реформа и рассматривали все варианты, надо сказать, что данному предпринимателю, наверное, повезло, что у него всего 100 рублей был за кубометр. Хотя, например, в городе Казани на тот момент только захоронение стоило 100 рублей. То есть без перевозки. А у него и перевозка, и захоронение. Вопрос тогда, то ли его мусор просто вывозили и не захоранивали, вот это вопрос большой. И второе, когда мы провели мониторинг, какие же были тарифы у предпринимателей, то, конечно, диапазон был очень широкий. Некоторые предприниматели платили и 1500 за кубометр вывезенного мусора. Поэтому вот здесь, как говорится, надо искать истину все-таки. Кому он платил и кто вывозил, и куда же все-таки этот мусор доходил. Доходил ли он до полигона. Поэтому вот когда мы говорим о цене, много или мало, сегодня цена, она подразумевает весь цикл. Полный цикл. Сбор, транспортировку и уже захоронение или обработку. То есть поэтому вот эти все составные, они сегодня в тарифе видны. И, как говорится, дело времени, как же это расходуется дальше средства. Да, Николай Михайлович, ваша тема, мне кажется, с предпринимателями, тем более, количество жалоб, я думаю, увеличилось еще в период пандемии, да, когда практически рестораны простаивали, вывозить приходилось, как я понимаю, да, все верно? Да. Тут, скорее всего, речь идет даже не о тарифах, а о нормативах. Дело в том, что кафе и иные предприятия сейчас, согласно 922 постановлению, которое в 2016 году приняли, оплачивают свой тариф уже не по фактически вывезенному, а, скорее всего, по нормативу. И из-за этого, наверное, и речь идет о повышении тарифа. То есть надо, как говорится, мух от котлет отделить. Норматив правильный или неправильный, это уже вопрос, наверное, к тем, кто разрабатывал этот норматив. Но могу добавить, насколько я знаю, сейчас
эти нормативы, они настолько уже оскомину набили, то что их уже есть заявка, будут еще раз вместе с общественностью, со всеми заинтересованными сторонами еще раз проведут замеры. Насколько я знаю, этим занимается Минстрой на сегодняшний день. Полномочия по утверждению нормативов – это полномочия нашего министерства. Действительно, плата, она формируется, исходя из федерального законодательства. Мы утверждаем нормативную величину для различных групп образователей отходов и для предпринимателей в том числе, исходя из видов деятельности, которые они осуществляют. А начисление за вывоз твердых коммунальных отходов и дальнейшую их утилизацию осуществляется по двум направлениям. В случае, если отсутствуют емкости у предпринимателя по их количеству, по расчету их вывоза периодически, исходя из требований норм санитарных правил, тогда начисляется по нормативу. В случае, если у него есть такие емкости, то расчет ведется, исходя из факта вывоза по наличию емкостей. К нормативам вопросов очень много, особенно это было в период начала работы в 2019 году. Но здесь я бы хотел обратиться и к предпринимателю, как Лилия Петровна сказала, сравнивать нужно плату конкретную. То есть плата, которая была до 2019 года, она формировалась немножко по-другому. И плата была, исходя из того факта, который оплачивал предприниматель, а зачастую могу сказать, что предприниматели договаривались с перевозчиками и, может быть, даже в серую оплачивали эту услугу. А сейчас мы формируем нормативы, утверждаем их, а плата уже осуществляет предприниматель, исходя из того механизма, который у него есть, либо по количеству емкостей, либо по нормативу. Комитет по тарифам утверждает уже тариф, который на сбор, вывоз и утилизацию. В части нормативов вопросы, связанные с пересмотром нормативов, они на повестке дня стоят. Более того, мы проработали и с Федеральным министерством с точки зрения пересмотра методики, пересмотреть немножко, сделать более широкий перечень предпринимателей по видам. И сейчас мы прорабатываем вопрос по определению именно исполнителя, кто будет заниматься расчетом этого непосредственно норматива нового. Удивительно, я сейчас перебью вас, потому что звонок опять по мусору. Такое ощущение, что по мусорной теме, по мусорной реформе надо делать отдельную программу. Это я уже теперь точно понимаю. Так же, как по капремонту и по управляющим компаниям, мы слишком много хотели сегодня охватить. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Василь. У меня вопрос есть к гостям студии. У меня в стоимость тарифа, сказали, по вывозу мусора входит стоимость сортировки. А вот мои родители живут в Черемшанском районе, и я хочу узнать, где проходит сортировка мусора в Черемшане и в других районах вообще. Кто ответит нас? Николай Михайлович, Александр? Кто возьмет? Я могу ответить, да, в целом. Как сегодня происходит вообще обращение с отходами? То есть тариф за услугу по обращению с отходами включает как транспортирование отходов, так и сортировку их, захоронение, также закупку контейнеров, плату за негативное воздействие на окружающую среду. И в настоящее время в нашей зоне ответственности, в восточной зоне Республики Татарстан, действует два мусоросортировочных завода. Оба они находятся в городе Набережные Челны. А также существуют логистические маршруты, куда транспортная компания должна вывозить отходы из того или иного района. Но поскольку у нас тариф принят не дифференцированный по каждому отдельному району, а средневзвешенный, поэтому мы и говорим о том, что сегодня принят единый тариф, который включает в себя все вышеперечисленные пункты. Но мы понимаем, что данных заводов недостаточно, поэтому в территориальной схеме также есть раздел, который посвящен созданию инфраструктуры обращению с отходами. И планируется в восточной зоне строительство 2 крупнейших мусоросортировочных комплексов. И таким образом все образованные отходы, все 100% отходов будут проходить сначала стадию сортировки. То есть вторичные компоненты будут отбираться, отправляться на дальнейшую утилизацию, а хвосты захораниваться. Все, спасибо. До конца программы мне уже подсказывают 7 минут. Мы с вами вроде бы еще ничего и не начали, поэтому я предлагаю сейчас достаточно коротко отвечать, попробовать ответить на вопросы, которые у нас были подготовлены, в том числе и по звонкам жителей. Марат Абдулхач, под ваше крыло, я знаю, просился дом
который раньше был в составе ТСЖ. И, насколько я помню, даже себе жильцы устанавливали сами минимальный тариф по нумерации дома. Да, то есть номер 1, значит, тариф 1, там номер 2 и так далее. Была такая история. И как часто сегодня с ТСЖ переходят в управляющие компании? Микрофончик, пожалуйста, возьмите. Есть такие случаи, хотя не так уж много, но вот даже в 2020 году, когда нам пришло 3 дома от ТСЖ, но, к сожалению, они не очень, скажем, такие презентабельные. Им уже по 40-50 лет этим домам, они управлялись как-то, в советское время, также с бабушками, дедушками. А сейчас уже дома пришли действительно требующие ремонта и текущего капитального, и там люди уже не выдерживают. И пытаются таким образом крупным управляющим компаниям передать. Вы берете эти дома? Мы его сначала обследуем, конечно, значит, смотрим его техническое состояние, потом садимся за стол переговоров с жителями, потому что как только мы этот дом принимаем себе на управление, на следующий день уже пачками идут жалобы жилищной инспекции. То есть там отмостка плохая, там кровля плохая, там это плохая, а мы уже дом взяли в управление. Вот что этого не было, мы садимся за стол переговоров, берем определенные сроки, значит, включение его и капитальный ремонт, ознакомливаемся, какой счет они собирали, вообще собирают ли на капитальный ремонт. То есть там очень много вопросов. По поводу тарифа, действительно, вы правы, может совпадение. Этот дом номер Амирхан 67, они действительно приняли тариф 67 рублей квадратный метр за все эти услуги. Но, естественно, за такие тарифы его невозможно обслуживать. Потом мы провели разъяснительную работу, тут и жилищная инспекция подключилась. То есть мы это положение исправили. Сейчас дом под нашим управлением. Все в порядке, да? Еще один вопрос вам, Марат Абдулхаевич, прежде чем мы начнем завершать и закругляться. В одном из ваших домов недавно проходил капремонт, меняли стояки, и тут же в подъездах появились объявления о снятии углов, навесных потолков, о восстановлении ванн и так далее. Причем цены немалые, пенсионеры, естественно, платят. И начинают подозревать, что вот эти те самые ремонтники, которые прекрасно знают о ваших работах, что это люди вашей компании. Ваши комментарии. Да, к сожалению, такие случаи они бывают. Мы их тоже потом узнаем через собственников, через жителей. Я здесь бы хотел просто попросить нам не призывать собственника быть более, скажем, в этом плане уже осторожно. И не каждому, кто представляется за Горгаза или с управляющей компанией, или ЖЭК местного, не надо верить, и не открывать, не надо верить. Да, такие случаи там были. Мы потом вовремя это пересекли, и людей оставили там в покое. Но предприимчивых людей у нас сейчас очень много. Хорошо, у меня еще один вопрос Дмитрию Владимировичу. У нас осталось буквально чуть-чуть, прошу прощения. Дмитрий Владимирович, 8 выявленных преступлений по линии правоохранительных органов связано с хищением средств подрядными организациями. Как происходит сегодня их выбор, по крайней мере, в Казани? Отбор подрядных организаций происходит, значит, из реестра квалифицированных подрядных организаций. Отбор проводит фонд ЖКХ Республики Татарстан, где формируются все денежные средства на конкурсной основе. То есть они подают документы, заявки рассматриваются, и, соответственно, на основании, значит, рассмотренных заявок уже выбирается подрядная организация. Есть статистика? Какой процент подрядных организаций заявки отклоняются? Есть черный список подрядных организаций? Нет, такой статистики я не веду, мы не ведем. Это все можем посмотреть в фонде, и обязательно мы... То есть и черного списка тоже нет? Конечно, есть. Конечно, есть список. Мало того, есть список квалифицированных подрядных организаций, есть список, значит, неквалифицированных подрядных организаций. Все и неквалифицированные подрядные организации уже не допускаются к конкурсу. Тимур Сомович, еще вопрос к вам, наверное, один из таких последних. Мне кажется, все-таки население порой не так волнует качество работы в жилищно-коммунальной сфере, как сама непрозрачность. Уж слишком много, даже мы сегодня обсуждали внутри таких подводных камней, таких деталей, таких мелочей, которые... Не знаем, даже мы все эксперты, обговаривая тут сегодня целый час, и мы не подняли там 0,5% этой проблемы. Действительно, это так. Непрозрачно? ЖКХ – это действительно такая сфера, которая характерна непрозрачность. Прозрачность в данном случае, с нашей точки зрения, это враг коррупции. Естественно, управление по вопросам антикоррупционной политики предпринимает меры, направленные на увеличение прозрачности, на улучшение данной ситуации. В частности, создание ЕРС «Татэнергосбыт», которое было также предложено и реализован данный проект, он также направлен на улучшение данной ситуации, в
в частности, в прозрачности, в части прозрачности. Я с вами согласен, и тут необходимо отметить, что зачастую население реагирует и негативно реагирует, и возникает вот этот ажиотаж даже не из самой проблемы, а из-за непрозрачности, из-за того, что не видно, куда уходят мои деньги, которые я плачу за конкретную жилищно-коммунальную услугу. Поэтому вот в данном случае это очень актуальный вопрос, который требует решения постоянно. Еще один вопрос я задам нескольким нашим экспертам. Что нужно сделать для снижения градуса по отношению к работникам жилищно-коммунальной сферы? Роберт Наильевич, все-таки вопрос вам. От вас платежки приходят? Как часто вас вспоминают? Тут вопрос доверия. Вот как правильно было сказано, да, если люди видят прозрачное начисление, люди знают, за что они платят, то есть фактически вопросов нет. Во-первых, и собираемость платежей достаточно высокая. Это минимальное количество обращений, как и в органы жилищного надзора. И, соответственно, ну, вообще, в принципе, доверие к рынку ЖКХ, оно, так скажем, растет. То есть самое главное – это прозрачность начислений и прозрачность тех денежных потоков, куда они уходят. Потому что, вот, на самом деле, как было правильно отмечено, наш программный продукт у расчетного центра, он у нас настроен таким образом, что денежные средства, которые приходят от населения, они автоматически расщепляются и направляются ресурсоснабжающим организациям не позднее следующего дня. Понятно. То есть деньги за электричество в электрику, за водоснабжение, водоканалы. Причем это без человеческого фактора. Все идет автоматически, даже нету, в принципе, то есть это как бы вот профилактика коррупции, так скажем. Хорошо, и у меня последний вопрос, потому что все секунды остались, Алексей Михайлович, буквально на подведение итогов. Как снизить или как повысить градус доверия? Для того, чтобы повысить градус доверия, я считаю, что все-таки должно быть больше регулирования государства в этой сфере. На сегодняшний день мы вынуждены говорить о том, что мы должны формировать сознательного собственника, но этот процесс очень долгий. В этой части я считаю, что должно быть больше полномочий у государства, органов местного самоуправления для регулирования деятельности. В первую очередь именно о наборе стандарта, минимального стандарта услуг, их стоимости, для того, чтобы то, что необходимо для содержания, было утверждено, а все остальное это уже зарабатывала управляющая компания дополнительно. Хорошо, большое спасибо всем экспертам. Ментальность нужна и в мусорной реформе при проведении. Мне кажется, это была замечательная программа, потому что было много проблемных вопросов. Надеюсь, вы получили определенные ответы. Если что, мы их все записали. Ваши вопросы, есть контактные данные, с вами обязательно свяжутся. Это была «Трибуна века». Благодарю всех экспертов. Всего всем самого доброго и здоровья.